готовили 12 раз на Эльбрусского стадиона, готовили 2 раза на 150 борцов со всех районов Ингушетии собрались в спортивной школе в Али-Юрте, чтобы продемонстрировать свои силы в 32 весовых категориях. Участники выступают одновременно на 2 татами. У каждого спортсмена своя цель на этих соревнованиях, но всех их увлекает дух соперничества и огромное желание победить любой ценой. Сегодняшняя встреча борцов посвящена известной российской альпинистке, учительнице русского языка и литературы из Ингушетии Лейле Албогачиевой. Она единственная россиянка, покорившая Эверест дважды, поднималась с южной и северной стороны горы. Трагически погибла при восхождении на Эльбрус в 2014 году. У нас это не первый турнир в честь Лейлы Албогачиевой, дочери ингушского народа, истинной патриотки России, которая 12 раз на Эльбрус взбиралась, 2 раза на Эверест российский флаг, ингушский флаг поднимала. Это для нас, для Ингушетии, конечно, это большие достижения. Мы гордимся этим, что Ингушетия вырастила такую дочь. Лейла Албогачиева была жительницей Али-Юрта, где до сих пор живет ее семья. Племянник Лейлы Илес Албогачиев, ученик спортивной школы ее имени. И сегодня он также выступал на соревнованиях, посвященных памяти своей тети. Внеочередной республиканский турнир памяти Лейлы Албогачиевой проходит в Фоке уже 3-й год. В этот раз организовать очередное соревнование помог Хидриев Тимур. Турнир мы проводим для популяризации, развития данного вида спорта, а также привлечения молодежи в спорт. Что мы можем наблюдать сегодня? В прошлом турнире, если участников было в количестве 100 человек, на сегодняшнем турнире первый день участников в количестве 150 человек. Это дает знать о том, что мы идем в правильном направлении, и данный вид спорта развивается, да и вообще спорт в целом. Победителей ждут кубки и медали, а участников поздравят грамотами. Но главный приз для этих ребят – возможность получить опыт, так как после этих соревнований начнутся турниры по отбору на СКФО. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев. Новости 24.